Традиция отмечать День физкультурника восходит к советскому прошлому нашей страны. Праздник получил широкое распространение в 20-е и 30-е годы с приходом советской власти. Именно тогда коммунистической пропагандой был внедрен лозунг «В здоровом теле здоровый дух». И до сих пор по доброй традиции День физкультурника продолжает отмечаться каждую вторую субботу августа в разных уголках нашей страны. В минувшую субботу мероприятие, приуроченное к данному событию, достигло небывалых масштабов и охватило почти всю территорию города. Начало праздничной программы положило торжественное открытие двух специализированных спортивных площадок, расположившихся у Ледового дворца Ирандык и детско-юношеской спортивной школы. Здесь вниманию гостей был представлен зажигательный танцевальный номер, подготовленный участницами группы поддержки хоккейного клуба «Горняк». После слов было предоставлено спонсором проекта, представителю компании «Газпром» Рамилю Якупову. С целью поддержки подрастающего поколения в рамках программы «Газпром детям» «Газпром Трансгаз Уфа» дарит столице Башкирского Зауралья и жителям города спортивную детскую площадку под названием «Силовой городок». Мы убеждены, что этот небольшой вклад позволит нашей молодежи приобщиться к спорту и в будущем избрать для себя здоровый образ жизни. Завершилась церемония как раз к утренней разминке. Методы борьбы с утренней сонливостью, как известно, у всех разные. И пока детвора энергично осваивала спортивные снаряды, совсем неподалеку на площадке перед Центром детского творчества проходила лечебно-оздоровительная зарядка для пожилых и людей с ограниченными возможностями. В процессе зажигательное действо привлекло в свои ряды почти всех собравшихся, а ритмичные движения в такт музыки стерли всякое различие между участниками. Вообще День физкультурника — это в первую очередь активность. Активность — это означает жизнь. Поэтому я как руководитель здравоохранения города Сибая хотел бы сказать, если бы вот как сегодня, допустим, жители нашего города выходили, занимались спортом, не злоупотребляли различными моментами, тогда бы у нас была здоровая нация, здоровый дух. Поэтому вот это мероприятие, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех с Днем физкультурника, пожелать здоровья, счастья, успехов. Параллельно подобное мероприятие стартовало на Центральной площади. Проведение массовых зарядок для дошколят каждый вторник и четверг уже стало доброй традицией в нашем городе, и представители младшего поколения принимают в них участие с огромным удовольствием. В этот день темп движения задавали сказочные мультипликационные персонажи. Не меньшую популярность среди горожан завоевывает и такое спортивное увлечение, как велоспорт. С начала летнего сезона в Сибае было организовано и успешно проведено 2 велопробега. Один в составе комплексного мероприятия на День молодежи, другой в рамках акции «Прокатись с чемпионом» в середине июля. В минувшую субботу старт прозвучал для самых юных представителей данного вида спорта – наездников трехколесных велосипедов. К счастью, всем родителям удалось верно донести до своих детей суть участия в велопараде. Маленькие велосипедисты двигались организованным потоком, не пытаясь обогнать, благодаря чему удалось полностью избежать неприятных столкновений, и все дети получили исключительно положительные впечатления от своего участия. Какой велосипед у тебя красивый?
Когда научился кататься? Кто научил? Папа. Папа учил кататься, да? А папа сегодня тут? Ну, нет. Ты сегодня с кем пришел? Сам с бабушкой. С бабушкой. Настроение у тебя какое? Хорошая. Хорошее. Молодец. Желаю тебе в дальнейшем успехов. Я люблю кататься на велосипеде. Я люблю участвовать в гонке. А кто тебя научил кататься на велосипеде? Сама научилась? Да? А сегодня с кем пришла? С мамой. Понравилось тебе участвовать? Ты сегодня с кем пришел? С мамой. Понравилось участвовать? Да. А ты в какой садик ходишь? Что? Велосипед у тебя такой красивый. Расскажи, кто купил, кто научил кататься тебя? Мама. Мама? А ты каким видом спорта хочешь заниматься, когда вырастешь? Над самой площадью тем временем разносилась энергичная музыка и заразительный детский смех. Представители всех дошкольных образовательных учреждений нашего города собрались в сопровождении своих воспитателей и организовали настоящее костюмированное шоу. В программе веселые эстафеты, подвижные игры и увлекательные конкурсы. Такого неподдельного детского задора, который воцарился здесь в эти минуты, территории перед главной сценой города, пожалуй, не знала никогда. Кульминацией массового действия стал флешмоб в поддержку сборной России на 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По команде ведущих дети выпустили веревочки из рук, и в чистое голубое небо дружно взмыли сотни шаров. Это наш привет спортсменам, отстаивающим честь страны на главных спортивных состязаниях мира. Знаете, мне сегодняшнее мероприятие очень нравится. Тот проект, который мы с вами запустили летом, называется «Слепая территория спорта и здоровья», он набирает обороты, и это так должно быть. Спорт у нас должен массово войти во все слои жизни. Это должны быть и дети дошкольного возраста, это должны быть и люди старшего поколения, особенно родители, которые вот эту вот инициативу здоровья, спорта закладывают в наших детях. Идея у нас пришла вместе с спортивным комитетом. Мы решили площадку, которая есть, перенести со стадиона на все разные площадки. Сегодня вы, наверное, увидели по программе. У нас было открытие еще 2 спортивных площадок, чтобы это было доступно жителям нашего города. Мы сделали специальную лечебную физкультуру для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. Сегодня замечательные новые идеи, которые мы продвинули. Это значит велопробеги на 3-колесном велосипеде. Вот спорт, он должен вначале привлекать вот своим задором, энергичностью, чтобы вначале у каждого человека появилось желание заниматься спортом. Если оно появится, это желание, то мы массово готовы строить площадки, делать все, чтобы это дальше у нас продолжалось. Пользуясь случаем, от имени главы администрации я хочу поздравить всех жителей нашего города с праздником, с Днем физкультурника. Будьте здоровы, спортивно. Тогда удача всегда будет с вами. С праздником вас! Едва опустела центральная сцена, на подмостке в сопровождении родителей выходят будущие потенциальные чемпионы в различных спортивных дисциплинах. Стартуют первые городские забеги в ползунках на средние комнатные дистанции. Здесь все как у взрослых. Соревновательный дух, мотивирующий к достижениям призовой фонд и нешуточная группа поддержки. Слово результат забегов в основном зависел от стараний последних. Некоторые юные участники открыто саботировали решение родителей приобщить их к спортивным состязаниям в столь раннем возрасте. Да, стараемся воспитывать дух спортсменов. Наши все-таки мальчики – это наше будущее, наши дети – это наше все. К сожалению, сегодня у нас не получилось выиграть, но дома мы самые-самые шустрые. Мы решили выйти, может, что-то и получится. Мы думали на велопробег, но не успели. Но успели на побег в ползунках. Без ползунков. Без ползунков. Понятно. Как зовут мальчика вашего? Арслан. Какой вид спорта хотите отдать ему в будущем? Ну, не знаю, куда захочет. Ну, понятно, что у него свои интересы. Ну, наверное, может быть, футбол или хоккей. Отличное настроение. Вот мы приз выиграли благодаря нашему карапузику. Спасибо магазину «Бегемотик» за такой прекрасный конкурс. Нам очень понравилось. Не сразу получилось, да? Не сразу Изначально получилось, да, понятно. но он спать хочет. Он очень быстро на самом деле ползает.
Далее по плану стартовали спортивные массовые мероприятия, проходившие под девизом «Сибай. Территория спорта и здоровья». В программе уличные турниры, конкурсы и эстафеты. Слева от сцены за шахматными досками расположились воспитанники Ришата Гафурова, юные призеры городских и республиканских соревнований. В желании помериться с молодыми талантами не смогли отказать себе даже почетные гости из администрации. Вот только поблажки за шахматным полем не давали никому. Напротив, со стороны магазина Агни Сибая в рамках турниров «Бой» идут одни старики, в шахматах, шашках, дартс и домино состязались заслуженные ветераны спорта. Их высокие достижения в спорте, как отмечают организаторы турнира, прекрасный пример для подрастающего поколения. Сегодня вот посмотрите, вот наши уважаемые ветераны, им тоже за 80, самому пожилому 87 лет, они принимают активное участие. И нам отрадно, что они тем самым дают задор нам, молодым, да, служат большим примером для нашей молодежи, что они любят спорт. Сегодня у нас 4 вида спорта. Это первый вид, это шахматы, шашки, дартс. И у нас впервые мы проводим соревнования по домино. Нам дали очень прекрасные призы, и мы нашим уважаемым ветеранам будем вручать эти прекрасные, замечательные призы. Я сам мастер спорта Советского Союза, чемпион СССР, чемпион России, чемпион Башкортостана. Я за активный образ жизни очень положительно, потому что сам бегаю, сам занимаюсь спортом. И даже на своем личном примере я даю молодежи, что спорт, она омолаживает человека. Вот мне 55 лет, я выгляжу, мне говорят, 40, наверное, 45. Поэтому я считаю, что спорт, она дает детям, юношам, девушкам огромный пример для подражания. Также в рамках комплексного спортивного мероприятия были представлены и силовые дисциплины – турнир по гирям, армспорту и перетягиванию каната. Не обошли вниманием организаторы и тот факт, что целая плеяда именитых спортсменов начинала оттачивать свои навыки в дружеских состязаниях на скорость, силу и меткость со своими дворовыми товарищами. Возрождая былые традиции дворовых игр, напротив главной сцены была организована особая зона, где любой желающий мог поупражняться во владении мячом. Игра теннис-бол, в основном используют футболисты, здесь волейбол, футбол и теннис. 3 вида спорта в одном собрали. Очень интересная игра, можно играть в двойках, в тройках и также 1 против 1. Правила простые. Задача перебить мяч на сторону соперника и максимальное число касаний 3. Начало официальной торжественной части предварил массовый танцевальный флешмоб, подготовленный руководителем танцевальной группы «Пин-код» Эльвирой Саитовой. После на сцену были приглашены заслуженные деятели в области спорта в нашем городе. За особые заслуги в развитии спорта и физической культуры их наградили почетными грамотами. В июле месяце был запущен проект, это «Сибай. Территория спорта и здоровья». И благодаря этому проекту мы решили совместно все вместе провести такой крупномасштабный праздник. Действительно, у нас здесь было охвачено дети, начиная от грудничков, это забеги в ползунках, и уже кончая ветеранами спорта. Я думаю, для всех у нас возрастных категорий мы провели спортивное мероприятие, горожане получили массу удовольствия. Территория городского стадиона «Труд» стала эпицентром контрастов разных видов спорта. Пока юные баскетболисты эмоционально и старательно выясняли, кто из их команд лучше, рядом девушки-наездницы грациозно скакали на лошадях. Такое соседство никак не вредило атмосфере спорта, а наоборот, только укрепляло дух всеобщей дружбы. Радовало то, что все площадки, футбольные коробки и тренажерные залы в этот день были заполнены любителями активного образа жизни. Особняком, конечно же, стояли конники. Поэтому было неудивительно, что именно этот вид спорта привлек к себе пристальное внимание и собрал наибольшее количество зрителей. Нашему клубу в этом году будет 5 лет. Пытаясь Сибая развивать спортивный конный туризм, ну не только в Сибае, я еще и баймакских подтягиваю, пытаюсь там, не знаю, пока еще мало желающих. Но сегодня мы здесь собрались, празднуем
в рамках Всероссийского дня физкультурника фестиваль конных игр. Дети охотно занимаются, но пока такой прям у нас базы нету для развития, потому что это очень дорогой вид спорта, вообще с лошадьми все, что связано, это очень дорогой вид спорта. И учитывая как бы финансовое положение горожан, у нас не такой уж и богатый город, поэтому занимаемся мы на неспортивных лошадях. Наши это башкирские обычные лошади. Ну, хотелось бы, конечно, в дальнейшем приобрести спортивных лошадей, которых можно было бы развиваться дальше. Ну вот я занимаюсь 4 года спортом, конным спортом. У меня у самой 4 лошади, вот одну привели катать. Я, получается, давно мечтала, так сказать, заниматься. Потом что-то 9 мая как-то пошли в парк, увидели вот конный клуб «Ветерок» и понеслась, так сказать. Вот теперь и на старты, на соревнования всякие выезжаем вместе. Это лошадь, друг человека, с ней хорошо поразговаривать можно. Ну, я хочу, в принципе, открыть свою конюшню, свой конный клуб. Вот у меня 4 пока лошади есть, сейчас будем продолжать. В это же время на территории Парка Победы проходил мини-турслет. Юноши и девушки наглядно продемонстрировали способы выживания в суровых условиях. Специально для этого мероприятия была построена полоса препятствий. По мнению организаторов, такие занятия не только помогают укрепить здоровье, но и поднимают бодрость духа. Ну, такие мероприятия у нас по спортивному туризму проходят постоянно в течение учебного года и летом проходят. Начиная с сентября у нас проходят соревнования, посвященные Всемирному дню туризма. В октябре у нас соревнования по ориентированию. В феврале по лыжному туризму. В апреле по туристской тропе называется. И итоговые у нас соревнования проходят в мае, 3-дневные, иногда 2-дневные бывают, в районе лагеря Юлдаш. Вот дети занимаются у нас как в кружках, в объединениях, туристско-краеведческих объединениях. У нас в детском эколого-биологическом центре работают 5 педагогов в этом направлении. Они все занимаются в образовательных учреждениях города. Дети с интересом занимаются, очень им нравится в наших в кружках заниматься, в наших соревнованиях, с особым желанием участвуют. И, конечно же, мы не только в городе проводим такие мероприятия, соревнования, и участвуем в республиканских соревнованиях. В этом году мы ездили в Белорецкий район, соревнования назывались «Школа безопасности». Там у нас тоже результаты есть, грамоты. Но в прошлом году мы заняли 3-е место. Отрадно, что в нынешнее время всеобщей компьютеризации все больше детей отдают предпочтение секциям и кружкам, направленным на сохранение природных ресурсов, заботу об экологии и формирование туристических навыков. Ведь сделать это можно совершенно бесплатно, без затрат на ту же экипировку. На туризм я хожу уже 3-й год, мне это очень нравится. В этом году мы ездили на соревнования по школе безопасности. Мы там были 5 дней и очень даже нам понравилось. Руководитель мой, Гайфульна Разя Гаязовна, она очень добрая и очень многому нас научила, как выживать вообще в этих ситуациях, в лесу. Это очень даже интересно, если даже сложно, если со стороны посмотреть, но стараемся, да. На туризм я хожу уже год, многому научился и буду продолжать, конечно. Зрители с интересом наблюдали за действом, а участники уверенно шли к победе. Особенно волнующим стал финальный момент, когда ребята отыгрывали долю секунд у своих соперников. Именно в такие минуты спорт и становится столь захватывающим и популярным. В итоге мероприятие получилось массовым. В нем приняли участие порядка 40 детей. Далее в расписании мероприятий ко Дню физкультурника значился набирающий в нашем городе обороты вид спорта как настольный теннис. Его популярность среди населения вполне объяснима. Эта игра требует максимальной концентрации и хорошей реакции. Даже сторонние наблюдатели невольно начинают сопереживать и искренне болеть за исход теннисных поединков.
В Сибае этот вид спорта начал активно культивироваться лишь пару лет назад. Была создана достаточно серьезная база не только для подготовки начинающих теннисистов, но и для любителей активного образа жизни. Наши соревнования все они посвящены Дню физкультурника. В принципе, практически каждый год мы проводим. К сожалению, что летнее время количество участников, скажем так, хромает, немного игроков. И так, в принципе, есть кому поиграть. Насыщенный день завершил турнир по волейболу, проходивший в физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут». Команды медицинского колледжа, физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной школы выясняли сильнейшего. Турнир здесь в основном участвует молодежь, что нас как бы радует. Они занимаются спортом, тем более День физкультурника. Мы также пожелаем, чтобы они дальше занимались спортом, также любили волейбол и также занимались другими видами спорта. То есть росли здоровыми. По итогам состязаний все участники получили памятные медали и грамоты, а зрители – хорошее настроение, спортивный азарт и заряд бодрости. Занимаюсь волейболом, приехал из Уфы, из Республики Башкортостан. Мне нравится эта игра, потому что она помогает думать в этом игре. Очень много надо думать, куда, как поступить. Самое главное – это вера в себя, потому что я тоже не сразу пришел к этой главной команде. Я очень долго играл в низших командах, смотрел, как занимаются старшие, а потом уже попал. Самое главное – верить в себя и ждать успеха, он обязательно придет. Я приехала из Уфы к своим знакомым, которые в Сибае. Сегодня мы пошли на праздник, посвященный День физкультурника, и случайно узнали, что проводится чемпионат по волейболу. И решили прийти, потому что у меня 2 детей, мальчик и девочка, и они оба занимаются волейболом. И вот случайно попали на эти соревнования. Очень интересно. Вроде бы бывает такое, что к чему-то очень сильно готовишься, и что-то не получается, а здесь, мне кажется, все так легко проводится, хотя вроде, подготовка, спасибо организаторам, открытые двери, пожалуйста, заходите и участвуйте, поэтому очень интересно, легко и интересная атмосфера. Настолько насыщенных спортивных дней в году выдается очень мало, но и они, можно с уверенностью констатировать, проходят на ура. Становится очевидным, что сибайцы все больше приобщаются к здоровому образу жизни. Особенно радует то, что наряду с ветеранами спорта ряды активистов пополняет молодое поколение. А организаторы, в свою очередь, делают все возможное для развития спорта в городе. Прошедший День физкультурника стал ярким тому примером.